Торгово-экономическое сотрудничество, партнерство в области инвестиций, сельского хозяйства, транспорта, образования и так далее. Сегодня состоялось 10-е заседание Кыргызско-Казахстанского межправительственного совета. Мероприятие прошло под председательством главы Кабмина Акылбека Джапарова и премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова. Что проводимое нами 10-е заседание межправительственного совета является своего рода подготовительной работой предстоящего визита президента Казахстана в Кыргызстан. На встречу в узком кругу мы только что обсудили детали упомянутого визита, а также провели содержательные переговоры в лучших традициях наших братских взаимоотношений. Обсудили договоренности по образованию индустриально-торгово-логистического центра на кыргызско-казахстанской границе и оптово-распределительных центров на территории Кыргызстана. Кыргызско-казахские отношения сегодня продолжают свое развитие и расширение. Наблюдается рост позитивной динамики, межгосударственное взаимодействие выходит на новый качественный уровень, отметил в свою очередь казахский премьер. К слову, в этом году Кыргызстан и Казахстан отмечают общий юбилей – 30 лет со дня установления дипломатических отношений. Качественно новый уровень казахстанско-кыргызским отношениям придал государственный визит президента Кыргызстана, уважаемого Садыра Нургажаевича, в Казахстан в марте прошлого года. Сегодняшнее мероприятие проходит в рамках подготовки официального визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Кыргызскую республику, который, несомненно, придаст дополнительный импульс стратегическому партнерству между двумя нашими странами. Ранее главы наших государств поручали довести взаимный товарооборот до $1 миллиарда. Мы достигли данный показатель. Очевидно, что это не предел. Теперь оба государства намерены довести совместный товарооборот до $2 миллиардов, и тогда экономика обеих стран значительно улучшится, уверены участники заседания. Кстати, об экономике. За день до этого в профильном министерстве прошло совещание экспертов 10-го заседания Кыргызско-казахского межправсовета. Широкий круг вопросов уже обсужден. Проект протокола подготовлен, согласован. Кроме того, как вы знаете, неделю назад с рабочим визитом у нас был первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан по решению вопросов двухстороннего сотрудничества и вопросов прохождения государственной границы. Кроме того, предполагается подписание меморандума о строительстве торгово-логистического центра и индустриально-технического торгово-логистического центра в рамках проекта по Агроэкспрессу. О том, что Кыргызстан и Казахстан будут создавать индустриальные хабы на границе, было известно еще в прошлом году, но именно сегодня были обсуждены детали. Общая территория индустриально-торгового логистического комплекса будет составлять почти 90 гектар. Планируется размещение там производственных мощностей по различным направлениям. Это может быть и продовольственная составляющая, это может быть и легкая промышленность, текстильная, швейная отрасль. Есть уже интерес со стороны частного сектора, были проведены консультации, были презентованы возможности на этой территории для бизнеса двух стран. И ожидается инвестирование для развития инфраструктуры. Это и строительство моста, соединяющее обе территории, в порядке $30 миллионов. Сегодня прорабатывается уже с инвестором генеральный план. К месту подчеркнуть, что в прошлом году кыргызско-казахские отношения в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества развивались в положительном ключе. Регулярно проводились выставки, международные научные симпозиумы, круглые столы, поэтические вечера и семинары с участием интеллигенции и общественности двух стран. А планами на этот год поделились в Министерстве культуры. В этом году мы планируем провести Дни культуры Кыргызстана в Казахстане. Также изюминка, можно сказать, всей этой договоренности – это открытие памятника Манаса в городе Нур-Султан, также открытие памятника Абая Кунанбаеву в городе Бишкек. Сейчас на данный момент казахская сторона по памятнику Абая приезжала делегация, встретились с мэрией города Бишкек, также соответствующими министерствами ведомства, которые должны определить место. Но, в принципе, с казахской стороны они все согласились по тем предложениям, которые дала кыргызская сторона. Решился вопрос и в части грузоперевозок. Казахстан согласился не проводить контрольно-досмотровые мероприятия при наличии электронных счетов фактур и транзите товаров в другие страны ЕАЭС. При этом кыргызская сторона обязуется не допускать выезда фур без наличия электронных сопроводительных документов. 20 апреля эта работа ведется. Есть факты, когда наши грузоперевозчики в день доходит до 20 машин, которые они останавливают и не пропускают дальше на территорию Казахской Республики.
Более того, у нас согласно протоколу по договоренности, если даже есть наличие СФ, но казахская сторона при прохождении границы могут использовать систему ИДК, да, то есть рентген. Они смотрят на соответствие, то, что находится у них в машинах, как груз, и, соответственно, на соответствие электронным счет-фактурам. Сегодня Казахстан – это не только братское государство, с которым Кыргызстан связан общими корнями и историей, но и близкий сосед, стратегический партнер и союзник. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 15 октября 1992 года. За годы независимости двух республик было подписано более 180 кыргызско-казахстанских межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений, наиболее значимыми из которых являются договор о вечной дружбе от 8 апреля 1997 года и договор о союзнических отношениях от 25 декабря 2003. Айзада Урумбаева, Джантай Макенов, Пирамида.